мы приходим к разгрому того, что у нас еще оставалось. То есть в поселках, в городах. Поэтому эти, будем говорить откровенно, упыри, которые там сидят, им до нас вообще дела нету. Они мало того, что отобрали у нас все ресурсы, отобрали у нас землю уже отбирают, скоро и дачи отберут. Они теперь уже налоги спасибо, снял с языка. Теперь они уже решили, что нам долго жить не надо. Давайте мы этот самый и на здоровье теперь наступим. Но можно с этого еще и деньги какие-то поиметь. Поэтому они там сейчас начали драться, биться, слава богу. Это нам, пускай они там друг друга в этой банке хоть перегрызут. Наша с вами задача жить и выжить. Власти, режиму этому это выгодно. Когда мы с вами живем бедно, мы думаем о чем? О том, чтобы кусок хлеба только добыть. Как бы накормить ребенка, как бы это самое, не лишиться работы. Все прекрасно знаете, что сейчас у нас в республике, в управляющих структурах там, которые в основном-то варяги, понимаете? И даже те, кто не варяги, кто занимается вот этими оптимизациями, реорганизациями, местные, которые вроде бы здесь выросли, вроде бы даже в 80-е, 90-е годы были такие правильные, были коммунисты. Пришло время, перекрасились быстренько, и теперь сидят, присосались, как пиявки к этому, к корыту, откуда можно... Дети здесь не живут, и внуки здесь не живут. И жизнь, я сейчас скажу, извините, можно добывать, и все, потому что они не планируют здесь жить. Не те, кто сидит у нас в Сыктывкаре, не те, где на местах, потому что им это не надо. Для них это сырьевое, добыча денег. Они уже на наши с вами деньги понастроили, они думают, куда-то убегут. Они уже понастроили себе на югах там и квартиры, и дома, но пока еще можно что-то из нас с вами высосать. Вот, они будут сосать. Даже по нынешним меркам, вот эти оптимизаторы, понимаете, реорганизаторы, даже по нынешним меркам уже давно пенсионеры. Им уже по 70 лет, понимаете. Уйдите к чертовой бабушке на пенсию, никак не нажрутся, никак не насосутся. Современная молодежь, она загружена настолько сильно, что 90% детей не будут ездить в город по каким-то мелким причинам заболеваний. Другой вопрос еще в чем состоит. Сейчас, чтобы выехать на какие-то соревнования, нужно постоянно получать разрешение врачей на все это. А чтобы мне отвезти, вот как руководителю клуба, отвезти весь мой личный состав, 25 человек в город, это мне нужно нанимать автобус, это мне нужно сопровождение ГАИ, это мне нужно еще куча разрешений. И это будет просто даже с точки зрения финансового сделать почти невозможно. Сначала говорят, что ничего не коснется, оборачивается, как правило, обратной стороной. И все против народа. Почему? Говорят, там на Водном то же самое начиналось, и все забрали, ни им больниц, ничего нету. Зачем нам-то? У нас такой большой поселок, если заберут больницу, так мы куда будем деваться? Ладно, еще если нас хоть на скорой, может быть, проверят, а с этими анализами, что мы? До Ухты будем ездить и кричать всем, извините, не толкайтесь. Так что мы против, чтобы наши, у нас все есть, и специалисты у нас все есть, и терапевтов у нас хватает. Зачем нам нашу больницу трогать? Реорганизация для нас невыгодна, что в недалеком будущем она может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания. Получается, что сэкономить бюджетные средства и средства фонда обязательного медицинского страхования власти опять хотят за чей счет? За наш. Поэтому считаю, что нам нужно и дальше объединяться, информировать население Яриги о предстоящей угрозе реорганизации и оптимизации поликлиники. Мы требуем оставить нам нашу поликлинику в том статусе самостоятельного юридического лица и соответствующим штатом и финансировать ее достойно. Это не частная клиника, это не бизнес, это здоровье людей. При сегодняшней экологии в России и активно мутирующим вирусом, тем самым длительным заболеванием, наблюдаем, как жители поселка нуждаются в сохранении имеющей поликлиники. Является сама поликлиника при полной работе, является одним целым звеном, каждый из которых выполняет свою работу, тем самым борясь за жизнь каждого ярикчанина. Если углубиться, характерно представленной реорганизации работа службы, а в качестве педиатрической и узких специалистов. Само слово «служба»
Само слово «служба» и выездная работа приведет к недостаточно качественному обслуживанию, а что именно угрожает здоровью жителей. В свою очередь, также хотелось бы отметить, что финансовый показатель, который влияет на сохранение и на экономию, угрожает здоровью людям по всем показателям. По прошлой реорганизации, в частности, ПГТ Ярига-Водный, явно видим отсутствие лабораторий. А это в самом деле важно, что привлечет к недостаточным результатам анализов. Отсюда вытекает искажение диагнозов, неправильно подобранное лечение, сокращение данного количества человек, а именно административно-управленческого аппарата приведет к отсутствию оперативности при оформлении необходимых документов, а следовательно ухудшит результат работы. А нам этого не надо. У нас в итоге числится в городской поликлинике 9 тысяч человек. А что именно касается того, 1200 человек, это у нас получается подрядная организация «Лукойл». И, естественно, люди работают на опасном производстве, и они обязаны там обслуживаться, потому что это далеко надо будет ездить, это Бухту. Это все будет очень, колоссально вот это вот время, это ужас, да, это все просто пойдет. В дороге человек умрет. Вот, в итоге, да. Мы против того, чтобы все было хорошо. Я просто говорю, что неэффективные подразделения сокращают. Конечно. Сейчас неэффективным подразделением стала вся поликлиника. Вот. Я уже 3 месяца без работы и говорю, не могу найти работу. Говорю, ни в городе, ни в Шудаяге. Потому что, говорю, это самое финансирование экономило на том, что проходить медосмотры, говорю, у нас медработников, и у меня пустая санитарная книжка. Сейчас говорят, проходи медосмотр за свой счет, а это больше 7 тысяч. Надо пройти врачей, надо справку из милиции, надо справку от психиатра и от всего. Это все стоит денег. А поскольку я безработная, денег нет. Все идет по кругу. Вот. И поэтому я говорю, что это ждет всех. Я говорю, для чего, говорю, это оптимизирует поликлинику? Для того, чтобы ставки забрать туда и повысить оклады. В городе. Да. Вот. С деньгами кто-то пустой. Вот. В городе повысят оклады, а наших, говорю, всех постепенно выкинут на помойку. Вот. И говорю, сегодня я, завтра все. А Ярига, говорю, без медицинской помощи будет вымирать. Знаете, вот столько лет вот это все создавалось нашими родителями, нашими дедами. Я не здесь, конечно, не местный житель, но я живу уже 34 года здесь, на Яриге. И я считаю, что развалить проще, чем построить, правильно? Вот для того, чтобы сейчас вот развалить вот это вот все, построенную поликлинику, где есть все, в принципе, для того, чтобы жители Яриги приходили и оздоравливались, и лечились. А потом придется очень трудно добираться, например, те же анализы сдавать. Это придется в Ухту ездить, да? Если если лабораторию закроют или еще каких-то специалистов уберут. Трудно будет. У нас такой огромный поселок, шахтеров столько, бабушки, дедушки, детей куча, дома строят новые. Люди приезжают и должны быть потом ездить в Ухту. У нас тот-то талон не достанешь. Вот так вот нужно идти в 6 утра, чтобы взять талончик к врачу. К обыкновенному врачу, к терапевту. Я не говорю там про других. Зубному один талон на весь день, на весь день. И люди на морозе стоят, а потом будут ездить в Ухту, значит, получается. Это вообще ужас какой-то. Это, я не знаю, какой дурак. Даже платно. Я не знаю, придется. Конечно. Во-первых, на автобус даже только 100 рублей нужно потратить. 110 рублей на автобус только. Как? Мне к специалистам. Они приезжали сюда нормально, все, без проблем. А тут мне придется в город, а я работаю по вахтам. Придется ей ездить. У нее денег нет. На какие? Ярига – это не только уникальное место в мире, где добывают сверхценную нефть, но и оазис сохранения перспектив развития Республики Коми в целом. Ярига – это уникальное место еще и потому, что, несмотря на общую тенденцию, здесь модернизируются социальные объекты, создаются тысячи метров жилья. А самое главное, идет приток, а не отток, как по всей республике населения.
Я посмотрела данные буквально сегодня утром по перспективам развития Яриги. Добыча нефти с 2016 по 2018 год увеличилась на 40%, а запасы рассчитаны минимально на 40 лет вперед. Какой же хочется сделать вывод? Такое уникальное положение, которое сложилось на Яриге, нуждается не в оптимизации, а в расширении медицинского обслуживания. И особенно сильно, я хочу сказать, в 2019 году наша республика отмечает юбилей. Как вы думаете, какой? Республика Коми. Нет, это еще не скоро, это в 21-м. Как учитель истории заявляю, из открытых источников отмечается 90-летие нефтяной промышленности Республики Коми. Именно в этом году, да. А что обычно желают на юбилей людям? Здоровья. Здоровья, конечно. И поэтому лучшим подарком, я считаю, вот вам, Ярига, будет это сохранение вашей медицинской базы. И в поддержку вас... С наступающим вас всех юбилеем дарю вам подписи сосногорцев, которые... Спасибо. Судояк вас поддерживает. Мы вот тут подумали, ваша поликлиника на 99% обеспечена медобслуживанием, специалистами. А ведь все знают, что чтобы попасть к специалисту, нужно пройти какие очереди, сколько времени потратить. И мы тут решили, ведь именно пациент выбирает поликлинику, а следователя можно менять по своему усмотрению, где ему удобнее, и удовлетворить свои запросы. Согласно нормам закона, связанным с обязательным медицинским страхованием, регулируется законом номер 326 ФЗ «Обязательном медицинском страховании», и в статье которого говорится о том, что выбор медицинской организации осуществляется только гражданам. На сегодня поликлиника номер 2 в поселке Ярига укомплектована на 99% медперсоналом. И нам, жителям, возможно подумать о прикреплении к вашей поликлинике. А ваша поликлиника только в этом выиграет, потому что будет финансироваться УМС. На сегодняшний день я буду говорить цифрами. У нас работает около 20 врачей, чуть больше младшего персонала медицинского, не считая технических. И если все это постепенно будет, а к этому и хотят сделать власти не только района, города Ухты, я вам прямо говорю, но и Сыктывкара. Вызвали министра, я как знаю, медицины и сказали, мы будем в Сыктывкаре строить дополнительные медицинские центры, а денег нет. А вам что надо? Для того, чтобы где-то деньги найти, его в угол загнали. Сокращайте больницы, Войвож, водные рядом с нами. По водному чуть я остановлюсь. И теперь осталось еще Нижний Одесс и Ярига. И представьте, если у нас сократят половину врачей и медицинских работников, не будет ни хирурга, ни врача по женским болезням, ни терапевта меньше. То есть мы с вами поедем все в Ухту. Тут мы стоим полчаса, иногда, самое больше. Там будем стоять по 1,5-2 часа. Да еще не попадем. Еще не попадем туда, куда нам надо. И нам еще раз придется ехать. Если мы сегодня с вами, должна быть какая-то оперативная группа, та, которая непосредственно будет заниматься, в которой должны войти представитель шахты, представитель общества ветеранов, представитель общественности, конечно, наша администрация, без нее никак. Депутат Яриги от Ухты, вот в эту комиссию, которая должна выработать тот свой непосредственно, как говорится, систему, к которой мы должны выйти. Отстаивать, да. И поехать в администрацию Ухты. Нет, значит, проситься в аудиенции приема Министерства здравоохранения Республики Коми. И написать после всего этого, эта комиссия, одну бумагу в город Ухта, администрацию, вторую Министерство медицины на имя министра, и второе на наших депутатов Гапникова и его непосредственных помощников. Ну а если нет, тогда, конечно, Путин.